Природный парк Момский – это охраняемая территория, где расположено сразу несколько достопримечательностей. Самая известная из них – Мраморная гора, состоящая из массивных пластов мрамора. В природном парке Момской находятся потухшие вулканы Урагатас и Балагантас, озеро Улахан-Кёль с незамерзающей водой, а также находится большая Момская наледь, образованная замерзшими реками, куда мы и направляемся. На территории Момского улуса есть уникальные места, которые, я считаю, должен посетить каждый житель Якутии. Здесь образован национальный парк Момский, есть ресурсный резерват Селях, на территории которого есть уникальные памятники природы, Мом и Селеняцкой впадины. Но самая главная достопримечательность – это большая наледь, Тарын, как ее здесь называют. Это самая крупная наледь в мире. Ее площадь составляет 112 километров, но путь до нее не близкий. Мы должны сейчас проехать больше 150 километров. Поехали! Река Мома – правый приток Индигирки. Берет свое начало на северо-восточном склоне Улахан-Чистая. Длина реки Мома – 460 километров. Невысокие берега заросли лесом, поэтому всегда возможна встреча с топляками и корягами. Трудность прохождения создают встречающиеся мели. Река Мома своенравна. Каждый год она меняет свое русло. По тем местам, где проехали в прошлом году, в этом году уже не проедешь. Путешествие по Моме нужно помнить, что дожди вызывают паводки с подъемом воды до 2-3 метров. Поэтому нас сопровождают только опытные проводники. Каждые несколько часов езды на моторных лодках технической остановки, где можно подкрепиться и заправиться. Вот. А я же собрала ягоды. В Момском районе проходят 3 природные зоны – горная тундра, тайга и каменистая пустыня. Поэтому, начиная с климата, флоры и фауны, все здесь уникально и требует особого изучения. Через 5 часов с административного центра Хану уже поздним вечером мы прибываем на кордон. Именно здесь, от устья реки Тас-Юрях, начинается территория границы природного парка Момский. Путь был вообще не близкий, мы очень устали, но вот сама первозданная дикая природа, она вот все окупает. Вообще впечатление самое наилучшее. Природа красивая, воздух совсем другой. И благодаря нашим помощникам, слава богу, мы добрались. Здесь несут свою многолетнюю службу опытные специалисты – Геннадий Сивцев, Иннокентий Федоров и Аркадий Корякин. Этот кордон был построен в 1999 году. Территория природного парка Момский огромна – примерно 1 миллион гектаров. На территории заповедника 2 кордона, на которых работают госинспекторы. Момский парк интересен своими разнообразными ландшафтами – от альпийского высокогорья до низменных равнин, уникальными природными памятниками и маршрутами для любителей активного отдыха. В этом году исполнилось 14 лет, как Геннадий Сивцев работает здесь старшим инспектором. Вырос в Момском районе. С малых лет охотится и рыбачит. Поэтому чувствует себя в лесу как дома, признается инспектор. Здесь у природы свой особый ритм, под который нужно подстроиться и научиться жить в гармонии не только с природой, но и с самим собой. Хорошо в лесу, спокойно. Работу свою люблю. Люди приходят, приезжают туристы, общаешься с людьми, разные люди. Раньше иностранцы приезжали, сейчас только российские туристы, экотуристы. Приезжают, снимают, тоже радостные уезжают, очень красиво говорят, очень интересно, еще хотят приехать. А это Иннокентий Федоров, легендарная личность. Ежедневно Иннокентий Иннокентьевич может с рюкзаком проходить до 40 километров. В профессию пришел не случайно. Родом из Чурапчинского района, в молодости работал киномехаником, закончил курсы бульдозеристов. В 1992 году переехал в Момский район и через несколько лет поступил на работу в парк. Иннокентий Иннокентьевич, ну вот мы сейчас с вами сидим, сейчас здесь раннее утро, Да. мы уже позавтракали, костер, чайник уже вскипел, вот напротив у нас такая красота. Вот вообще каково это каждое утро просыпаться и видеть такую дикую первозданную природу? Ну, мы как-то привыкли к такому виду, потому что у нас чистая природа, первозданно сохраним в этом виде. И как-то мало обращаем на это внимание почему-то. Ну,
Это, наверное, и понятно, потому что в Якутии же много таких первозданных мест. Но все-таки горы это всегда привлекают. Они, особенно вот осенью, когда вот начинает все желтеть, там желтое, красное, зеленое, вот все это разнообразие очень красиво смотрится. В штате заповедника всего 10 госинспекторов. Посменно все круглосуточно находятся на территории парка. В обязанности входит борьба с браконьерством, контроль соблюдения заповедного режима, патрулирование территории. ГСМ все время подорожает, и поэтому лимит. Далеко не уедешь, пешком, на лодке приезжаем, пешком ходим. И в этом году нам лодки дали, вот сейчас перегоняют и будем ездить. Здесь на винтовом трудно ездить, водометы нужны, лодочные, вот, резиновые лодки. На винтовых здесь редуктора ломаются, винты ломаются, все дорого. Зимой на буранах ездим. Госинспектор наблюдает за живой природой, регистрирует редкие растения и фиксирует встречи с животными. И летом, и зимой в руках Иннокентия старенькая фотокамера. Успеть поймать кадр и запечатлеть момент – главная задача для опытного инспектора. Красивые стерхи, лоси, даже хозяин тайги – бесценные кадры из личного архива Иннокентия. Встреча с дикими животными здесь не редкость. В любое время года в лесу могут произойти неожиданные встречи, к которым госинспекторы должны быть готовы. Присутствие людей на природе никак не должно отражаться на естественной жизни диких обитателей резервата, поэтому на кордоне нет даже собаки. Когда человек уважает и знает законы природы, окружающая среда отвечает тебе тем же, но бывают и курьезные случаи. Обратно иду к палатке и по кустарнику прошел, а там смотрю, лось лежит, рука торчат. Ой, ага. Самец Огромный. лежит, огромный. Сколько рост был просто? Где-то... Сколько ему лет было? Вы же определяете издалека. Если по рогам считать, но это считается неправильно. Ага. По зубам надо считать. По зубам они определяют, обычно биологи. Ну так на скидку. Навскидку ему по рогам где-то 13 лет было. Он поднимается, потом стоит на меня, смотрит. Но я обрадовался, заснял его. То есть контакт, да, установил. Ага. И решил, ладно, пока счастливо оставаться, я пойду дальше к своей палатке. Но прошло где-то метров 30. Вот оборачиваюсь, а он где-то метров 10 стоит. За вами стоит? Да, за мной идет. Я даже не видел, как он прыгнул. Просто он прыгнул на вас? Да. И что вы почувствовали? Я почувствовал только удар и лечу. Руки так раскинули. Сейчас нам смешно, но в те минуты, я думаю, вам было не очень смешно, да? Жутко было. Ага. Что здесь у вас? Ага, тут ваше продовольствие, да? Да. Хлеб, что тут есть? В основном хлеб, консервы. И рыбку. Если поймаем, тоже сюда. Рыбалка в этих местах особая. Рыбаки со всей Якутии стремятся попасть сюда, в Момский район, чтобы заполучить главный трофей суровых северных рек – Момы и Индигирки. Основным рыбным сезоном считается время с июня до самой осени. В зимние морозы с декабря по апрель самые стойкие любители своего дела отправляются на подледную рыбалку. Ловят валька, хариуса, ленка, налима и каталку. На горных озерах ловят арктического гольца. Ух ты! Воу, швидченко. Сразу легко, а? С наступлением осени, с выпадением снега, замерзанием рек, перемещение в лесничестве осложняется. Река Мома замерзает медленно, не полностью. Переправа через нее может быть опасной и требует большого опыта. В Бадярке спускались, вода большая была с одним инспектором. Я перевернулся, меня под дерево чуть не занесло. Хорошо сильный был, оптимистом были. Там посмеялись, сели, просушились, осенью тоже. И поехали дальше. Вода большая была. Волны, опасно. На территории парка работники выполняют множество важных хозяйственных работ. Например, готовят солонцы для копытных, а также готовят специальные подкормки для животных. Госинспекторы отмечают, работа ответственная, порой довольно тяжелая. Работать в жару и в лютый холод, в глуши, в скромных бытовых условиях и с риском для жизни решатся немногие. Но наши герои, которые стоят на страже природы, признаются, в душе они те же романтики, которые уже ни на что не променяют свое утро с горячим кофе в предгорьях Момского хребта около чистейшей горной реки. Почему тогда вы этим занимаетесь? Вот какие люди здесь работают? Стойкие духом, люди, которые любят природу Момы. Вот
Что вас заставляет вот оставаться здесь и работать в таких непростых условиях? можно так сказать? Ну, вы знаете, кто-то же должен это делать, охранять природу. Если мы не будем делать, то кто же будет этим заниматься? В местности Тас-Юрях наступило утро. Поездка в природный заповедник Момский – это лишь часть нашего длинного путешествия. В планах – доехать до главной достопримечательности района, до Большой Момской наледи, которая находится в 50 километрах от кордона. А далее поменять лодки и уже с другими попутчиками доехать до местности Кытыл, где живет семья отшельников – Тарковы. Путь не близкий, но очень интересный. Ведь поездка по таким красивым местам Момского района дарит только незабываемые впечатления.